Добрый вечер. Как всегда, в четверг вечером на телеканале АТР ток-шоу «Перекресток». И я с вами, Нариман Джилял, ведущий этой программы. Сегодня, как и анонсировалось, мы будем говорить о стратегии национального движения крымских татар. Национальное движение, которое боролось за возвращение депортированного народа на свою родную землю, пыталось реализовать различные стратегии на основе коммунистической идеологии в сотрудничестве с властью и даже противоположными методами в борьбе с коммунистической идеологией, апеллируя к международному сообществу. Эти стратегии пытались реализовать по-разному, однако, вернувшись на родину, были созданы Курултай и Меджилис, которые на сегодняшний день реализуют стратегию возрождения государственности крымских татар в рамках независимой демократической Украины. Прошло уже более 20 лет с тех пор, и в крымско-татарском сообществе среди общественных деятелей появились те, кто не согласен и с такой стратегией, и говорят, что нужно искать совершенно иные пути для реализации базовых задач, стоящих перед национальным движением. Поговорить о том, какие стратегии реализуются сегодня, в чем их плюсы, минусы, и что сегодня лидеры крымских татар предлагают своим соотечественникам, я пригласил в студию сегодняшних гостей. И хочу вам их сразу же представить. Это заместитель председателя Меджилиса крымско-татарского народа, председатель Бахчисарайского регионального Меджилиса Ахтем Чийгоз, депутат Симферопольского городского совета, член Милли Меджилиса Садых Табах. И ихними оппонентами сегодня являются редактор интернет-сайта газеты «Полуостров» Айдер Эмиров и председатель Кенеша Милиферка Васфе Абдураимов. Добрый вечер, уважаемые гости. Хош келдіңіз. И первый вопрос, Ахтембей, будет к вам. Скажите, пожалуйста, вот просто дайте такую характеристику, какую стратегию достижения, всем известных, я думаю, целей, таких как возрождение нашей государственности, развитие нашего народа, предлагает сегодня Меджилис. Буквально вот какие-то такие базовые аспекты. Они достаточно широки. Я бы без озателимизде хоношаджамызым, йокса русилинде. Сегодня идет реформирование национальных структур. В первую очередь это касается прямых выборов. Вот мы, местные органы национального самоуправления, Хсметолса вот уже заканчиваемся, остался регион Севастополь. Я думаю, что и там все пройдет успешно. То же самое сейчас ожидается проведение прямых выборов. Как вы знаете, Хурултай принял решение делегатов Хурултая. Что касается основной такой стратегической целью, это объединить весь народ вокруг своих органов национального самоуправления. И вот внутри них вырабатывать те пути, которыми нужно дальше продолжать двигаться. А если разделять попунктно, это и участие во власти, и чем можно, тем шире, для того, чтобы решать ежедневные вопросы. Кстати, вот есть все-таки такое мнение среди некоторых общественных активистов, что участием во власти крымские татары мало чего добились, зачем нам депутаты, в частности, Верховную Раду Украины, вот зачем нам чиновники и так далее, и так далее. Как вот я думаю, что это бытует такое мнение, но, скорее всего, может быть, это от незнания, от неполной информации, обладанием этой информацией. Недовольство теми еще не решенными вопросами. Однако в повседневной работе ты ощущаешь, насколько недостаточно еще наше влияние во власти, количество наших представителей во власти. Я имею в виду, конечно же, крымских татар, не обязательно со структур национальных самоуправлений. Ну и, конечно же, это очень многое зависит от того, какие кадры представлены в этой власти. Если это активные люди, люди, знающие проблему, специалисты, профессионалы, и решение вопросов, и взаимодействие с властью, с органами власти проходит более успешно. Если это люди, карьеристы или, скажем, приспособленцы, то на этом мы, конечно, и негатив тоже имеем, имея таких людей во власти, потому что как бы в населении принято, что представительство во власти в первую очередь рекомендуется меджлисами, хотя это не всегда так. Садыхбей, скажите, вот вы сами депутат Горсовета, избраны как раз-таки, скажем так, при содействии Меджилиса от Народного Руха. Вот вы, будучи депутатом,
Насколько содействуете в решении проблем, связанных с крымскими татарами? Знаете, я бы как сказал, на самом деле, когда идешь ты в исполнительную власть, когда идешь в депутаты, будь то Верховного Совета, городского совета, будь то в законодательный орган, на самом деле ты берешь на себя ответственность перед своими избирателями, в частности, перед своими соотечественниками. Да, на самом деле, 20 лет проживая на своей исторической родине, проблем много. Эти проблемы решать сегодня, если посмотреть места компактного проживания депортированных, это сегодня как резервация. Ну, коммуникаций практически нет. Да? Люди не могут ходить по дорогам, не могут ходить по тротуарам. Дневное освещение. За их отсутствием, собственно. Ну, да, за их отсутствием, правильно. Выделяется с городского бюджета, ну, сумма небольшая. Если эту сумму сегодня разделить, образно говоря, если я говорю о Симферополе на 10 микрорайонов, то, наверное, мы еще 50 лет будем обустраиваться. То есть проблема стоит в масштабе всего Крыма. Если говорить о том, что решаются проблемы легко или сложно, когда ты берешь на себя ответственность, ты понимаешь, что ты должен их решать. Знаете, вот выбирают председателя комитета местного самоуправления. Новый человек пришел, да, эйфория, да, выбрали, да, коллеги дали ему этот кредит доверия, дали возможность работать, проявиться, самореализоваться. Человек не сумел решить две проблемы, он не имеет морального права на третьей проблеме сказать: все, ребят, я руки поднимаю, у меня не получается. Все-таки нужно искать пути решения этих вопросов. Для нас сегодня это вопрос чести. Когда мы идем в исполнительную власть, городские советы, мы должны понимать, если не хватает образования, нужно учиться, чтобы не деградироваться. Если не хватает у тебя словарного запаса, нужно идти на курсы риторики. То есть искать пути решения этих вопросов. Тогда мы, в принципе, достигнем успеха. Мы сегодня собрались здесь, вот знаете, как говорил в Соединенных Штатах Америки, на нем держалась экономика на таких, как он. Человек, который основал Генри Форд, который основал Форд. Он сказал: собраться вместе, сегодня собраться вместе, это уже начало. Держаться вместе – это прогресс. А работать вместе – это сегодня уже успех. Люди, которые сегодня могут конструктивно садиться и вести переговоры, откидывая свои личные амбиции, откидывая эмоции, объединившись, сосредоточиться на какой-то конкретной проблеме, а их уйма. Сегодня можно многое делать. Поэтому я так считаю, перед нами, как депутатами, передо мной, как членом Милли Меджлиса, стоит именно конкретная задача – работать несмотря ни на что. Работать во благо народа, чтобы люди себя почувствовали лучше, которые дали кредит доверия. Мы сегодня должны их оправдать. Поэтому депутатская деятельность, она, знаете, где-то даже подразумевается быть дипломатом, уметь вести переговоры. Ну, учитывая тем более, что наших депутатов не так много, к сожалению, в том же городском совете. На них больше ответственности. Айдарбей, скажите, а вот такая часть стратегии, которая реализуется системой Курултай Меджлис, это вот, Ахтам Агауи упомянул, вхождение во власть. Насколько она, вот, с вашей точки зрения, оправдана и необходима? Или все-таки вот есть такое мнение, нужно дистанцироваться от власти и как-то заставлять эту власть со стороны работать? Я бы сказал, что я эту тему затронул, исходя из твоего выступления. И я знаю, что больше всего вопросов к этой теме. Ну, я не отношу себя к тем противникам, которые считают, что вхождение во власть это отрицательно. Но самое главное, вот как я согласен с Ахтембеем, качество наших представителей, кого мы туда выдвигаем. То есть, ну, на сегодняшний день большинство людей, которые пришли во власть, были во власти нашей, они были выдвиженцами Меджлиса, и очень многие почему-то потом, значит, подвергались обструкции со стороны того же Меджлиса. То есть, говорит о том, что подбор пока, ну, не на самом хорошем уровне. Но я бы не об этом хотел сказать. Вот мне заинтересовало, когда начал Ахтем говорить о стратегии Меджлиса. Он сказал о том, что мы, говорит, сейчас вот поставили целью реформировать органы местного самоуправления для того, чтобы всех объединить вокруг этих органов и вместе всем выработать стратегию. Ну, извините меня, Меджлис существует, Курултай система существует 20 лет с лишним.
за 20 лет начать собирать опять для того, чтобы только начать вырабатывать, ну, по-моему, Ну, это я будет- не совсем Ну, так я выразился. понял так, по крайней Ну, мере, это вы так я поняли, нет, я говорю наверное. так, как вы сказали, да, отвечаю вам. Поэтому мне это очень интересно, конечно. любые То есть мы говорим о стратегии. любые задачи, которые стоят перед нашим народом, и уполномочены эти задачи притворять в жизнь, скажем таким, да, вот классическим выражением, для этого выбираются национальные структуры. Не может каждый или общественные организации, да, каждая на свое усмотрение определять те стратегические цели. Поэтому все эти вопросы обсуждаются на Хурултае. И вот один из тех вопросов, который сегодня для реализации этих задач, я и сказал, что вот много вопросов возникает вокруг представительства во власти. А стратегическая цель это у всех у нас одна. Это создание своей государственности здесь. Нариман Бey, знаете, вот говоря о стратегии национального движения, она же сама по себе как бы не существует, а если и существует, то она и находит свое отражение в тех или иных документах. Естественно. Причем документах, которые приняты в соответствии с теми положениями, которые вырабатываются там или национальным движением на всесоюзных встречах, как это было в период советской власти, да, или, допустим, в период создания второго Курултая. Вот мне кажется, как раз-таки в последние, особенно последние десятилетия, очень много было усилий со стороны наших оппонентов по административному структурированию самой системы. И на втором плане, или, может быть, даже на 10-м плане остались вопросы стратегии. Они, по-моему, уже забыли вообще, а зачем они создают эту структуру, какие задачи решают. А должна быть оставаться преемственность. И, извините, в национальном движении, стратегия национального движения, которая не на год, не на 5, не на 10 лет, а на весь период борьбы в условиях высылки, да, существовал наказ народа, который четко определял, чего хотят крымские татары. Возвращение на родину, восстановление государственности, восстановление своих прав и расселение по всем местам исторического проживания. Это стратегия была. Да, приоритет был на возвращении, понятное начальный дело. этап, да. Вот, и мы, слава богу, так сказать, общими усилиями в конце 80-х годов сделали огромный пассионарный прорыв, всплеск, и мы как бы получили шанс и его реализовали для массового возвращения. Теперь, когда уже значительная часть крымских татар оказалась у себя на родине, безусловно, требовалась выработка следующих этапов развития практической реализации той же стратегии, да? То есть и на первых этапах, реализации, они да, могут быть достаточно совершенно верно. Многовекторные. И вот первый документ, который был принят вторым Курултаем, декларация о национальном суверенитете, это однозначно стратегия. Она конкретно говорит о том, что мы ставим целью своей возрождение нации путем самоопределения в рамках тех политических реалий, которые существуют. Но и было дано же задание и поручение, насколько мне известно, чтобы этот документ стал как бы руководящим действием для всех структур представительного органа сверху донизу. И этот документ должен был быть передан соответствующей структуре, в том числе и международной. Насколько мне известно, этот документ дальше архивов никуда не попал. И о нем как раз-таки с каждым разом все меньше и меньше говорят. И вы знаете, насколько этот документ, насколько эта стратегия имеет важное значение. Если бы такого не было, господин Ющенко не предложил бы крымским татарам отказаться от нее в пользу, так Я сказать, понял, Ласвей, другой. можно я как бы вставлю свое слово? Дело в том, что говорить о том, что об этом документе не упоминается, в принципе, мне довелось во многих встречах участвовать как журналисту, как эксперту, и с международными экспертами, и там, где был и Меджлис, и другие общественные деятели. И мне неоднократно приходилось слышать от первых лиц Меджлиса, где они заявляли о том, что мы, крымские татары, имеем право на государственное национальное самоопределение. И вот я как раз хотел подчеркнуть, с их уст получается, что их стратегией Меджлиса сегодня является реализация права на национальную автономию в рамках независимой
стороной Украины. Вот, Да, то есть вот и- такое стратегическое направление. Я бы с вами согласился, И, Нариман. Васфебе, Да, я прерву, и поэтому я в данном случае хотел бы обратиться к нашим телезрителям и предложить им вот определиться вот с такой позицией Меджлиса и ответить на интерактивный опрос. Считаете ли вы, что восстановление национального государственности крымских татар возможно в независимой демократической Украине? Если да, то вы звоните по телефону 55 13 06, если нет, то 55 13 07. Ну а в конце программы мы традиционно подведем итоги, а наши гости будут иметь возможность прокомментировать данный результат. Нариман Бей, я думаю, что, мне кажется, не совсем вопрос правильно поставлен. Возможно ли в рамках государства Украины? Во-первых, у нас, я думаю, что это определено, и это Альтернативы нет. под сомнение ставить нельзя. Может быть, в чьих-то предложениях... Ну и вот у я нас как раз есть пригласил это. вам У таких нас- оппонентов, которые, по-моему, думают, Да. что возможны Но, иные понимаете, альтернативы. сейчас я бы не хотел бы, чтобы вся передача сошлась на том, что вот нужно добиваться государственности. Это ясно любому крымскому татарину, который даже только начал говорить. Да? Вот родился и начал говорить. С этой болью мы живем все с рождения. Другое дело, я хотел бы возразить Васфебею. Дело в том, что просто декларировать нашу стратегическую цель создания автономии или другой формы государственности, это значит только декларировать. Сегодня органы национального самоуправления и стратегическую цель, когда я сказал, что нужно максимально сосредоточение вокруг этих органов всего нашего населения, для того, чтобы планомерно идти к этой цели, не тянуть во все стороны, не выставлять свое мнение и влиять на те процессы, которые как бы быстрее народ будет к этой цели идти. Участие в я с вами выборах, согласился Васфебей, бы. участие в выборах, борьба за возрождение языка, открытие национальных школ, то же самое обустройство микрорайонов, потому что на самом деле так, люди, которые вернулись, когда они большую часть времени вынуждены свой быт налаживать, тем самым как бы на первом плане у них это может Ахтамбек, стоять. я бы добавил, что не только людям приходится значительное время тратить на налаживание быта, но и Меджлисам тоже И депутатам приходится. тоже, И к депутатам, сожалению. и активно всему. наверное. И я бы хотел закончить свою мысль. Я думаю, что мы в повседневной работе и определяя некоторые направления нашей деятельности и на Хурултае, и на заседаниях Меджлиса, где охватывается практически весь спектр жизни крымско-татарского народа, мы и стараемся достичь этой цели как можно быстрее. И в том числе обращаясь, апеллируя к международным организациям. Недавно прошла встреча, было более 20 послов в Киеве. Я вам скажу, я был поражен, я часто бываю на каких-то приемах, но уровень встречи, это руководство Меджлиса с послами, это уровень встречи не каждый президент может обеспечить. Ахтамбек, я продолжу эту дискуссию. Как раз вот вы упомянули встречу с послами, я попрошу режиссеров показать нам сюжет как раз об этой встрече. Красная дорожка, шикарные авто и уважаемые послы. В киевской гостинице «Хаят» проходит встреча Мустафы Джемилева с главами иностранных дипмиссий. Дипломатический корпус на встречу представляют главы 24 посольств. Кроме европейских стран, на встречу приехали представители Азии, посол Малайзии, Саудовской Аравии и Палестины. Посольство же России встречу проигнорировало. На собрании обговаривали проведение первого такого международного форума. Глава Меджлиса Мустафа Джемилев обратился за помощью к представителям иностранных посольств. В 2013 году в соответствии с этой программой планируется выделение на все проблемы депортированных всего около 50 миллионов гривен. То есть в переводе на конвертируемую валюту где-то около 6 миллионов долларов. А эта сумма едва достаточна только для строительства по европейским стандартам одной общеобразовательной школы. Глава крымского совмина Анатолий Могилев во время выступления меджлисовцев едва не задремал. Вы сказали бы свою точку зрения на этот законопроект, поскольку он... Заместитель главы Меджлиса Рифат Чубаров уверен, Украина форума сторонится. Центральна виконавча влада, яка здавалось
здавалося б, мала спиратися на всіляку підтримку та готовність з боку ваших урядів та певних міжнародних організацій прийти на допомогу Україні, почала, як кажуть в народі, водити козу, тобто імітувати бурхливу або безрезультативну діяльність. Участники форума приступили к дискуссии. СМИ из зала попросили. Подобная встреча руководства Меджлиса проводится во второй раз. В прошлом году 15 глав дипмиссий единогласно проголосовали за проведение форума по решению прав депортированных. Точной даты проведения первого международного форума по вопросу восстановления прав крымско-татарского народа на своей родине на собрании не прозвучало. Ориентировочно форум пройдет в 2013 году в Киеве. Ну, мы увидели, да, и эта информация звучала раньше, что вот такая встреча, она была направлена именно на, ну, скажем так, раскручивание идеи проведения международного форума по проблемам крымских татар. И мы услышали мнение первого заместителя председателя Меджлиса о том, что, ну, власть Украины не очень поддерживает или вообще не поддерживает данную идею. Василий Бей, а вот если, ну, я частенько захожу на сайт вашей политической организации, и там, ну, очень много материалов, связанных с тем, что, возможно бы, крымские татары могли бы реализовать свои права или защитить свои права в рамках другого государства, а именно Российской Федерации. И часто говорится о том, что там уже есть закон о восстановлении прав репрессированных народов. И вы, помнится, в 2008 году обращались к президенту Российской Федерации, Республики Татарстан, руководителю правительства российского с вопросом о том, что в Украине нарушаются права. Скажите, то есть вы не видите все-таки возможности того, что крымские татары имеют возможность защитить свои права, реализовать свою стратегическую цель как национальная государственность именно в Украине? Ну, это слишком упрощенное понимание тех проблем, которые вы сейчас озвучили, да? Все, безусловно, все вопросы, которые связаны с восстановлением прав и коллективных, и индивидуальных в рамках нашего стремления возродить нацию, конечно же, должны осуществляться в государстве Украина. Другое дело, как это государство Украина строит свои взаимоотношения с теми субъектами международного права и геополитики, от которых в немалой степени зависит судьба, будет ли решаться крымский вопрос и будет ли решаться крымско-татарский вопрос в частности. Когда мы апеллировали к Российской Федерации, я Татарстану... хотел бы напомнить, это как раз был период агрессии России против Грузии, когда они в Абхазию вошли. Да, и период, это совпало, когда у власти это находились совпало, или вы в этом увидели оранжевые. конкретно вот такое проявление мощи, да, власти России? Я могу сказать так, что, конечно же, кое-кто выступает против самоопределения осетинского народа, кое-кто выступает против самоопределения абхазского народа, да, которые реализовали в этом сложной ситуации взаимоотношений России и Грузии свое право на самоопределение. У Абхазии есть уже самоопределение в форме автономии. Вы говорите, что вы боретесь за самоопределение, отказываете в этом праве тем же осетинам и тем же абхазам. Вы немножко тогда вот, поэтому давайте не будем... Абхазия имеет автономный статус уже в государстве Грузия. Вопрос в том... Дело в том, что Грузия как раз-таки ликвидировала все автономные образования. О чем вы говорите? Так, давайте вот, поэтому когда возвращаясь вот к нашему апелляции к Российской Федерации, есть большой договор и обязательства украинского государства и Российской Федерации, в том числе по отношению, как они должны заботиться и восстанавливать права репрессированных народов, в том числе и крымско-татарского народа. Поэтому, если одна из сторон этого большого договора, в частности Украина, не выполняет эти, мы как организация и обратились, соответственно, к другой стороне договора, чтобы они воздействовали по своим линиям на то, чтобы на самом наши деле права были... мало ввели войска в Крым. Со стороны России разве никто какая-то... этого не заявлял, поэтому почему давайте... именно совпало с тем периодом? Именно же в эти дни? Бывают такие совпадения, когда, допустим, господин Джемилев 20 лет ездит по международным миссиям,
якшается и думает, что там наши вопросы все решатся, а в осенини там 100 тысяч крымских татар до сих пор на выставке, закон о восстановлении прав как нации до сих пор не принят, земельный вопрос завис, язык на грани вообще исчезновения. Вот это вся ваша стратегия. Васвибе, Если позволите. Да, Садырбей, Мы, пожалуйста. если говорим о стратегии нашего как народа, да, о стратегии развития, если мы говорим о возвращении крымских татар на свою историческую родину, на самом деле тем людям, которые принимали участие, им нужно отдать низкий поклон. Да? Сколько лет мы прожили на насильственной высылке. Переезд на нашу историческую родину совпал и с реформой, совпал и с инфляцией. Многие люди, в принципе, свою жизнь начинали, материальной платформы практически у людей не стало. Созвали мы второй Курултай в 91 году. Да? Первый Курултай созвал Нуман Челебиджихан. Сегодня есть та самая площадка, сегодня есть платформа для ведения дискуссий. Хорошее дело критика. Мы живем в демократическом обществе, мы можем критиковать. Но критика, она не должна выходить за пределы каких-то рамках дозволенного. Если я говорю сегодня, наш Курултай – это тот самый национальный парламент, где двери открыты каждому и всем. Есть мнение, можно приходить, общаться, можно предлагать. Тот человек, который критикует, я свято в это верю, он должен предложить какой-то конструктивный вариант решения этого вопроса. Мы предложили. Я закончу Мы предложили свою мысль. свое Мы видение сегодня того, каким живем... должен быть представительный орган. Я прошу прощения, Василий, мы сегодня живем в этом государстве. Живем мы сегодня в этом государстве. Я считаю, в рамках этого государства мы и должны решать свои проблемы. Сегодня критиковать, сказать, не принят закон о восстановлении прав депортированных. Легко. Предложите вариант. Но он Предложили. 450 он принят в первом чтении. В первом чтении, да, на самом деле принят. Я думаю, после выборов на втором чтении тоже того, что примет. должно быть принято, Да, не имеет. нас он тоже не в Скажите, полном пожалуйста, объеме вы устраивает. когда обратились в Российскую Федерацию, а какой пришел ответ? И есть ли вообще какой-то, Вы знаете, какой какая-то ответ надежда? был? Вы знаете, какой ответ был? Тут же Кабинет министров Украины, тогда возглавляемый Тимошенко, внес на рассмотрение парламента законопроект о восстановлении прав крымских татар. Вы Вот думаете, это это было- реакция на это ваши- была Вы думаете, реакция, это была Нет, реакция. подождите. Когда было Ре- собрано таким 18 методом реакция сентября нам не 20 нужна. послов, я тоже был на этой встрече, я слышал выступление посла Турецкой Федерации, слышал выступление посла Германии. Вы знаете, это вдохновляет. Эти люди, они не просто говорят от себя, они представляют интересы целого государства. Садык, вас И- это может представлять только, знаете почему? Потому что речь шла о финансах и об инвестициях, но никак о ничего восстановлении подобного. прав Ничего подобного. политических прав крымских татар. Вопрос был вам-то многогранный. известно, Ну, внесение законопроекта и как камень преткновения, один из камней преткновения взаимоотношений украинского государства с нашей нацией, это и есть закон о статусе депортированных лиц. И он был под давлением ОБСЕ внесен. И на каждых встречах с президентом говорится об этом, сколько миссий приезжало. Давайте мы некоторые вещи не будем как бы подтасовывать или делать вид, что мы не знаем. Вот то, что вы сказали, после этого Тимошенко внесла, мне это как расцениваю как вот, метод шантажа. Да? Если вы не будете рассматривать наши проблемы, мы обратимся вот в воинствующую А Россию. вы что сделали, когда 20 послов собрали? Не Василий, решаются вопросы в Украине, Василий, собираете послов и тоже апеллируете к мы международному сообществу. собираем в Украине, и одно из условий проведения этого форума – это найти понимание с руководством Украины. И вот на эту тему у нас много проходит встреч. И понятно, один из доводов, что Украина не хочет проводить... Поэтому вы в оппозиции к Одну власти. секундочку. Мы сегодня вот в этих вопросах в оппозиции к власти, мы, находясь вот в том числе во власти, как депутаты, как чиновники, да, я не чиновник, но я депутат, мы иногда чаще оказываемся в оппозиции. Это так. Но это не есть Как повод в оппозиции? шантажа воинствующим нашим соседям. Дело в том, что один из доводов власти по проведению форума, они говорят о том, что есть ряд вопросов, которые мы бы хотели до форума решить, а потом, чтобы выглядеть с нормальным лицом. Мы же говорим о том, что
этот процесс может затянуться. Форум призван помочь решить этому государству ряд политико-правовых вопросов и экономических. Не надо говорить, что мы деньги просили. 90% разговоров, Ахтембек, судя по вашим же публикациям, шло вокруг помощи, материальной помощи, Ну не вокруг так, создания бизнес-структур. Васвибе. Или вы читаете те издания, которые на этом акцентируют. Ваши официальные Мы говорим структуры, и о сайт политико-правовых наших Меджлиса. вопросах. И, естественно, финансовых, Если вы экономических. позволите, Я читал выступления и Да, господина я- Джемилева, Подожди, и Василий, господина Василий. Чубарова, и господина Рустема Умерова. Давайте, Ни Василий, одного слова Василий, Василий. о постановке Рустем политики Умеров- сами прав не было. Рустем Умеров, Василий. Салолсна, один из организаторов Василий. этой... Хотел бы этой- прокомментировать. Вообще, я, я конечно. что хочу Давайте вот сказать. Я хочу дадим слова попросить, Айдарова. особенно Ахтема, и даю Василий тоже, вот руководитель, скажем, ну вы один из руководителей двух структур наших политических, основных сегодня. Все же говорить о стратегии. Мы все определили, что у нас цель одна. Правильно? Теперь мы говорим, Давайте стратегия это объединимся план. вокруг Нет, этого. подождите. Стратегия это есть план достижения цели. Мы сказали, есть цель у нас. Есть. Восстановление нашей государственности национальной. Теперь мы должны поговорить о стратегии, пути достижения. Мы все говорим объединиться вокруг, там, Меджлиса вокруг, но это не есть стратегия. Стратегия, какие шаги вы, как Меджлис, предлагаете сегодня нашему обществу? Для чего мы должны объединиться? Для чего мы должны прийти, собраться вокруг Меджлиса? Где ваш план? Можете Айдербей, сказать? Конечно, Айдербей. Я сейчас закончу, чтобы вы Да, вопрос поняли пожалуйста. до конца. Вы говорите, вот школы построим, там что-то. Ну, некоторые строим уже, Да, некоторые открываем, к скажем, сожалению, в на некоторых базе областях, дошкольных. там, где проживает достаточное количество там, румын, венгров, они имеют сотни школ. Но это не значит, что они приближаются к своей национальной территориальной автономии, скажем. Наличие школ или отсутствие, это не говорит. Мы же собрались, чтобы о стратегии поговорить. Не о том, как обустроиться, улицы построить на самостроях. И об этом тоже надо говорить, в отдельных передачах. Давайте о стратегии. Вы как заместитель председателя Меджлиса. Я и пытаюсь вам сейчас Пожалуйста, ответить. пожалуйста. Если вести так вот досконально, глубоко эту тему, я думаю, что одной передачи не хватит. Я в самом начале сказал, для нас сейчас самое главное объединить весь народ вокруг наших избранных структур. Без этого объединения, без позиции, когда мы все должны, участвуя в этих Это структурах... стратегия? Одну секундочку. Мы никакой стратегической цели не достигнем. А вот реализация этой цели нашей главной, да, она состоит из многочисленных, более-менее видных, перспективных целей. Понимаете? Если вас интересует мнение Меджлиса... на мой взгляд, стратегической целью, то есть целью стратегии в последнее время, в последние десятилетия Меджлиса, что было? Это ставка на национально-демократические силы Украины. Что они придут к власти, и они помогут нам достичь того, что мы хотим. То есть, записано в декларации. Да, пошли, объединились с ними, работали на них много лет, поэтому все наши курултаи в основном проводились перед выборами, мы агитировали. Мне немножко не нравится вот эта формулировка. Работали на них. Ну, мы стараемся всегда работать на партнеров, себя. На партнеров, на ваших партнеров, которых вы выбрали в качестве партнеров. Нет, подождите, это была стратегия Меджлиса. Сегодня, понятно, даже вот вы сказали, что Украина сегодня нам не готова помочь, об этом часто звучит и в рассуждениях председателя и зама Чубарова, что Украина сегодня оказалась не готова нам все же помочь. Значит, эта стратегия провалилась. У вас стратегия есть новая, но объединение вокруг Меджлиса это не стратегия. Это не стратегия. Подождите, Айдербей, как вы можете говорить, Украина не готова? Украина состоит из ветвей власти. Это не мои слова. Ну правильно, мы когда говорим Украина, мы подразумеваем сегодняшнюю власть. Да. Сегодняшний президент, да, большинство Верховной Рады Украины. И предыдущую власть. Одну секундочку. Хорошо, тогда нам надо минимум час, наверное, поговорить. Давайте говорить о сегодняшнем. Да. Ну о стратегии говорить, пожалуйста. Айдербей, вот мы, говоря о том, что Украина сегодня не готова, мы имеем в виду сегодня избранную власть, и законодательную, и в лице исполнительного президента. Да? Но мы не работаем на кого-то. Вот сегодня выборы. Мы, тщательно обсуждая союзников, то есть демократические силы, мы пришли к вот этому решению, что надо поддержать именно оппозиционный блок. Мы же исходим из того, что мы не в состоянии сегодня сам решать многие вопросы. Нам нужны демократические союзники. Говорить просто упрощенно провалилось,
Вот предыдущие наши союзники, значит, не оправдали надежд. Оправдали, вы считаете? Если Я вы считаю, позволите, что, я прокомментирую. считаю, что Так, идет давайте, в Украине у Вот я бы самой хотел прокомментировать процесс слова идет Айдарбея. демократизации. Идет У этот Украины процесс? самой до сих пор не, идет процесс ориентирования на европейские ценности. Нельзя сказать, что сегодня Украина определилась полностью и окончательно даже с этими серьезными вопросами. Так, давайте дадим слово Садырбею, он давно не говорил. Вот прежде но- чем Да, он скажет, вы знаете, я хотел бы, знаете, минуточку. заострить внимание. Дело в том, что рассчитываю на то, что в Украине будут решаться вопросы, а все вопросы решаются через власть, а они выбирают себе в союзники, стратегические союзники, Вот когда оппозиционные силы, закончится, что они, оппозицию. когда мы будем говорить Садык мы, бы, вот если бы тогда и будут находился в решаться оппозиции к вопросы. господину Агею, я бы посмотрел, как бы он хотя бы одну проблему решил бы. За ним Садырбей, стоят, за ним давайте, стоит давайте народ. вот как раз и дадим слово Садырбею, чтобы он мог... Я хочу сказать, да. я не об этом, да? Хотя вот Айдарбей говорит, давайте сегодня говорить о стратегии. Мы для этого Сегодня, собрались. сегодня у нас Немножко вообще очень разговор, большой он, вопрос. ну, на самом деле, сегодня разговор, тон разговора, да, ну, задает, у нас есть ведущий. Это первое. Второе, вы когда говорите, есть ли у вас другая стратегия, вы шли с демократическими силами. Сегодня те демократические силы, на кого вы делали ставку и на кого мы работали, вы говорите, да, сегодня они провалились. Но я хочу сказать, когда вы говорите вы, что такое вообще курултай? Народ выбирает курултай. Каждый принимает решение, пусть 50-60% жителей нашего полуострова принимает в голосовании участие. Мы принимаем курултай. Садык, Минуточку, ну, минуточку. согласно Курултай документу, не выбирает более 30%. Меджлис. Ну, Минуточку. почитайте Курултай, положение свое. давайте о статистике не говорить. Сейчас не об этом. Участвуйте. Курултай Василий выбирает Айдарбей, Меджлис. участвуйте. Меджлис Будет 100%. выбирает председателя. Меджлис, Курултай голосует на заседаниях парламента, с кем нам идти. Когда вы говорите, стратегия провалилась, стратегия всего народа провалилась. Стратегия Меджлиса Значит, провалилась. нет, нет, это всего можно народа. руководство Меджлиса. Значит, вы не принимаете участие в этом. Вы со стороны наблюдаете, Айдарбей. Вот я вам хочу, знаете, сказать, когда проходят годы, есть результаты, есть какие-то провалы. Говорят, знаете, не ошибается тот, кто ничего не делает. Сегодня говорить и критиковать о том, что сделано, что не сделано, можно об этом долго. Но сегодня мы должны смотреть вперед. Мы сегодня должны смотреть об уровне нашего народа. Мы сегодня должны говорить о нашем языке. Мы сегодня должны говорить о демографическом взрыве. Мы сегодня должны говорить, хотя вы против, о строительстве наших школ. Вы, Васфибей, говорите, речь с представителем дипмиссии шла вокруг денег. Минуточку. А школы строить надо, детские сады строить надо, язык обучать, культуру. Это все нужно делать. Люди должны жить, они имеют право учиться на родном языке. Да если Почему под эту вы- правовую почему основу не бы нет? подвести в виде закона о восстановлении прав нации, как коллектива, как этноса, ничего этого не будет, а эти деньги, как 20 лет разворовывались, и будут дальше Ну разворовываться. давайте вы говорите, обратимся к России. Это не в их вообще как бы юрисдикции решать проблемы крымских татар, Василий, проживающих вот на Садык, территории Василий, Украины. Василий. Пример России я приведу к тому, Ну, что как там, элемент шантажа. там принято два документа, которые регламентируют права всех репрессированных народов. Это закон о реабилитации репрессированных народов, раз, как нации всех они реабилитировали, и закон о реабилитации жертв политических репрессий. Два. В Украине нету ни первого, ни второго, который бы только- распространялся на крымских только я бы- население. Василий, уровня уважаемый- вашего интеллекта кому-то можно позавидовать. Машалла, работайте над собой. Но те шаги, которые вы делаете, насколько они дают результаты? И потом, Результатов же нет. Конечно же, Садык, когда я до 97 года работал в Министерстве образования, было открыто 12 школ, был открыт университет. К вашему сведению о том, Ну, что к вашему о моем сведению, это вкладе в и так основном далее. Я не говорю национальное. сегодня о том, где вы я работали. хочу сказать, говорю, что в основном наше это заслуга взаимодействие с местных Российской меджлисов. Федерацией. Так, местных давайте активов. не делить, кто что сделал. Да, я Нет, хотел- вы задали хотел- вопрос, я Василий, поэтому я ответил. просто вот ради такой ремарки по поводу вот закона о восстановлении прав репрессивных народов, который действует в России сегодня. У нас перед 18 маем этого года в гостях вот в моей студии сидели представители Союза репрессированных народов России, и был как раз представитель калмыцкого и балкарского народов, которые, кстати, прямо в эфире заявили, что даже при наличии этого закона, как и у нас здесь в Украине, им, представителям вот таких депортированных, репрессированных народов, приходится исключительно через суды добиваться реализации норм положений. этого закона. А представитель балкарского народа даже сказал,
ну, когда мы даже разговаривали вне студии и так далее, он говорит, у нас, в принципе, те же проблемы, что и у вас. Проблемы там с обретением жилья, проблемы с землей, проблемы, потому что, ну, балкарцы живут тоже в таком прекрасном месте, где многие хотят развивать свой бизнес и так далее. И, ну, вот тут как раз не Я стыковка. понимаю, что забыли, сперва Нариман, надо... Одно забыли, о том, что все эти народы имеют в рамках Российской Федерации свои республики. Да, и это не Национальная защитило республика. их от агрессивных войн Вот. со стороны России. По в крайней той же мере, Чечне. это дает возможность более тесно собираться и решать на Василий, государственном абсолютно. уровне я хотел бы задачи. вот что сказать. Тем более, вот те вопросы, которые у них возникают сегодня, да, допустим, на уровне, опять же, через депутатские корпусы этих республик, они пролоббировали вот законопроект, который расширяет права репрессивных. Буквально недавно было сообщение о том, как должны компенсироваться и какие суммы должны выделяться Увеличить сумму, да, из предлагают. федерального Потом, бюджета то, на что вы сказали, компенсацию они за могут через отнятое суды имущество. добиваться, потому что есть закон. Если есть закон, Конечно. может подавать Я в не, суд. А здесь потом- не у нас спорю, нет здесь закона не этого. спорю Потом, абсолютно, Нариман, да. вот вы говорите о тех представителей как бы репрессированных народов России, которые у вас были. Я почему скажу как бы? Мы официально обратились к руководству этих республик о статусе этих республик. Если вообще такие организации, мы получили с 4 республик данные, что эти люди вообще не имеют никакого Василий, юридического нельзя- статуса и не Василий, представляют Василий, репрессированные народы. Василий, Это ну всё, нельзя да, так условно. вот в прямом эфире сделать заявление, Оскорблять, которое, ну, У нас не есть имеет как оснований. бы Одну представительный секундочку. Я могу орган, вам как бы представить оппозиция официальные и как бы документы. что-то. Я Это согласен такие с тем, что субъективные. впереди должно быть правовое урегулирование этих Конечно. вопросов. Согласен. Но дело в том, что кроме вот декларировать и биться за правовые урегулирования, которые мы будем продолжать, и Аллах сметеце, и во втором чтении будем настаивать, что проходил закон, который, может быть, и нас не в полной мере устраивает, да? Но помимо этого есть стратегия ежедневного достигания Это не цели. стратегия, это тактика. Одну секундочку. В том-то и дело, что у него, как у депутата, как можно больше реализовать своих депутатских полномочий. Что у нас, как у местных меджлисов, не имея фактически каких-то рычагов власти, мы ведь решаем многие вопросы. Но мы же вам предложили. А вы нам У вас более предлагаете, 1000 Василий, депутатов. Василий, я вот что предлагаю. Давайте так. Есть какие-то вот основные, да, у нас моменты для достижения цели. Например, ну, такое серьезное, скажем, проведение выборов в этом государстве, да? Что мешает нам хотя бы по этим целям не начинать рвать голоса или агитировать за разные кампании? Например, когда мы шли с нашей Украиной, я не мог понять, почему орган издательства «Газета» «Полуостров» всю себя посвятила на работу нашим оппонентам, да? Ну, к примеру, я говорю. Я Например, думаю, сегодня... Ахтем Ага, это вот такие, знаете, уже вы уходите в такие, ну, скажем, я сложные хочу вопросы, сказать, потому что что сегодня, для нас- судя по политической рекламе, кто-то скажет, что АТР Не-не-не, сегодня не, агитирует я исключительно. сейчас закончу. Украину. Ремарочка небольшая. Очень мало Я времени закончу. осталось, Я бы ремарки буквально. Я хотел бы сказать, что мы, несмотря на наши какие-то противоречия, мы опять-таки должны укреплять наши органы национального самоуправления, активно содействовать решению, выполнению этих решений, принятых на этих органах. И понимаете, те инструменты, которые мы создаем, я не зря газеты назвал, я и телевидение могу сказать, я думаю, что они все должны... Это инструменты, которые созданы этим народом. Ахтем, все, время заканчивается. Мы, Саул. мое мнение, я так считаю, должны отбросить эмоции, должны отбросить амбиции. Не мне вас учить, я гораздо младше вас. Но я говорю свое субъективное мнение. Если вы сегодня берете на себя ответственность, возглавлять какую-то общественную организацию, будь то международную, будь то там быть редактором той или иной газеты, вы должны понимать, что когда мы приходим сюда в эфир и когда нас смотрят зрители, они понимают, курсы риторики один прошел, другой уровень там интеллекта очень высокий. Садыкбеев. Но мы должны конструктивно объединяться ради решения Все, проблем, вот ради это нашего очень народа. хорошее. Буквально по Вот мы паре слов. ради объединения, как раз-таки, когда господин Чубаров собирал депутатов всех уровней в январе позапрошлого года, мы предложили
Вас более 1000 депутатов, законно избранных представителей Пусть это и народа. будет Хурултай, это Пусть тема это и будет известна. Хурултай. Но собрать Мы-то 1000 человек, мы-то которые предложили избрались на местном механизмы. уровне, И в тогда каком-то бы селе. гораздо на легитимном законном уровне все вопросы и взаимодействия с властью, и решение технического было бы всё проще. понятно. У нас стратегия есть. Айдар ага, прошу, буквально несколько слов. Я скажу, что я, в принципе, вот разочарован сегодняшней передачей, полностью разочарован, потому что я хотел бы услышать от руководителей двух организаций, ну, одних из руководителей, скажем, двух организаций, о стратегии, которую они предлагают нашему народу. Но дважды я пытался выяснить, какова стратегия, скажем, Меджлиса, до Мелиферка вообще не дошла речь. Но я понял то, что один из руководителей Меджлиса, но он даже не понимает, что есть стратегия организации, и что есть стратегия народа. То есть совершенно Давайте не Айдар, возражать. Речь о если другом вы шла. считаете стратегия Я всё не считаю, время быть есть что-то против стратегия. Меджлиса и против органов национального Ахтем самоуправления. ага. И будьте, я же, например, не обстался Ахтем ага. на уровень оскорблений ваших. Все, давайте делаем закончим. вид, Уважаемые зрители, время подошло к концу. Был задан вопрос вам. Считаете ли вы, что возрождение национальной автономии возможно исключительно в рамках украинского независимого государства? И результаты такие. Да, 119, и против проголосовало 30 человек. Все-таки среди крымских татар, по крайней мере, зрителей нашего канала, еще большой лимит доверия украинскому государству существует. Грех в наших стратегиях этим не воспользоваться. Я думаю, подобные программы будут и далее. С вами был Нариман Джилял. До встречи на следующем «Перекрестке».